Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто ваш тайный поклонник? И объявится ли он, проявится ли он, перестанет ли он быть тайным? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо. Песочек все увидит сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и важную информацию. Ух ты! А вы популярная женщина, у вас поклонников много. Смотрите, вас показали в центре. Вы такая высокая, статная, фигура красивая. И вот мужички увиваются вокруг вас. Это, я так понимаю, глазами этого тайного поклонника. Он видит вас, ну просто вот богиней красоты, богиней любви. Ему кажется, что у вас так много поклонников, что вы вот прям купаетесь в мужском внимании, что вы мужичками играете, там, тасуете их, там, сердца себе там, в коллекцию записываете. Ну, интересно, конечно. Ну, по крайней мере, становится понятно, почему он тайный. Потому что он считает, что у вас так много мужчин, что он как будет лишний, да. Кто ваш тайный поклонник? Очень скромный мужчина, прям невероятно скромняшка. Хотя мне почему-то кажется, что он скромный именно по отношению к вам. Еще мне идет, что вы для него вот прям самая красивая. Таких красивых женщин он отродясь не видал. В принципе, да, вот не знал, что такие красивые бывают. Вы на него как-то вот прям влияете. Вы как будто бы дурманите ему мозг, дурманите ему голову. Вот он, когда вас видит, он весь плывет и тает, плывет и тает. Он ничего с собой поделать не может. Это такое, знаете, и сладкое, и приятное, и в то же время чувство, которое лишает стабильности, лишает равновесия. Вот когда вы где-то рядом, он вас увидел, у него бешено начинает биться сердце, у него идет потоотделение, и у него пересыхает во рту, и такая, знаете, ну, как дымка, что ли, образуется. Его вести начинает из стороны в сторону. Вообще никак совладать с вами, с собой не может. Теряет контроль, да, теряет контроль над своим телом. Он не понимает, что это с ним такое никогда не случалось. Ни одна другая женщина не доводила его до такого состояния полуобморочного, да, состояния полной потери контроля. Но с другой стороны, это такой адреналин. Он потом такой наадреналиненный, лежит ночами, о вас думает, вспоминает. Прям, знаете, как на кончиках пальцев вот электричество у него идет. Он вас имеет возможность наблюдать. Может быть, вы где-то рядом работаете, вместе работаете. Может, живете по соседству. Может быть, вы бываете там, где, например, этот мужчина находится, работает. Ну вот что-то есть. Он вас видит. И каждый раз он просто вот теряет над собой контроль, какая вы красивая, какая вы манкая, какая вы замечательная. Ему страшно даже к вам подойти, приблизиться. Ну, либо он не может чисто физически это сделать, потому что действительно в обморок начинает падать. Такое что-то странное, непонятное. Мне даже кажется, что он к врачу ходил по поводу этой ситуации. Я так понимаю, что ему там особо ничем не помогли, либо какое-то успокоительное, может быть, прописали, что анализы назначили. Но вот что-то было. Он носит маску, когда с людьми общается. И эта маска для него как средство защиты. Сам по себе человек мягкий, добрый, скорее всего, в жизни из-за этого страдал. Как-то, вот знаете, раздал, что у него было, либо пожертвовал тем, что у него было ради каких-то людей. Люди оказались крайне неблагодарными, еще, возможно, его как-то обвинили, либо предали. Теперь он носит маску. Теперь он как будто бы вот поклялся себе, что я больше никому верить не буду.
Человек пользуется уважением, человек нравится женщинам. То, что он видит вас, на самом деле с ним происходит. Но к женщинам он какой-то, знаете, скупой. Скупой на проявление эмоций, чувств, вообще внимания. То есть, да, он может поддержать беседу, да, он может там, улыбнуться, но улыбается как-то прям скупо и сухо. Вот прям всем своим видом дает понять женщинам, что я не заинтересован в продолжении нашего диалога. Вы, конечно, дамочка, извините, но я не заинтересован. Еще мне идет, что какая-то женщина на него глаз положила, а он от нее просто как от огня бежит. А она как бы его чуть ли там не преследует. У кого-то еще может отыграться, что мужчина не свободен, у кого-то вот одного отыграется. И там жена такая, знаете, суперконтролер, а он, бедненький, уже не знает, куда от нее деться, и она, какой-то угрозой его держит около себя. Угроза, да, то есть она ему говорит, вот если ты со мной разведешься, то я что-то там с тобой сделаю, да, понимаете, такое бывает. Он, конечно, не робкого десятка, но с другой стороны, вот эти все проблемы ему ни к чему. Он устал от проблем. Хочется нормальной, спокойной жизни в равновесии, да, это как будто бы его мечта, это то, на что он загадывает. Так, вернемся к вам. Станет ли этот мужчина явный? Если честно, я не вижу. Сейчас я возьму карты. Карты, возможно, нам подскажут. Но так я не вижу. Я вижу, что он за вами наблюдает, что он о вас мечтает, в интернете вас либо нашел, либо там постоянно ищет. Даже вижу, что у него есть какое-то ваше изображение. Может быть, это совместное изображение, а может быть, он где-то украдкой вас сфотографировал, либо записал видео украдкой. Видите, мыши. Все-таки не общая фотография. Так, давайте посмотрим, будет ли он проявляться, выйдет ли этот мужчина из тени. Тут, смотрите, основная причина, почему он тайный, потому что он видит вас очень красиво и считает, что у вас очень много поклонников, и что он не сможет вас заинтересовать. Вот как-то так он думает. Так, выйдет ли мужчина из тени? Выйдет ли он из тени? Выйдет ли он из тени? Что сказать. Выйдет, но не скоро. Этот мужчина придумает какой-то хитроумный план, как вот быть рядом, но не проявляться. Вот что-то хитрое такое придумает. Там, может, по дому будет вам помогать, либо с какими-то вопросами, с детьми может помогать в решении какой-то сложной ситуации. Как-то по-хитрому он это будет делать, но могила по поводу рассказать о своих чувствах. Мне вообще идет, что этот мужчина, он много что о вас знает, а мужчина может узнать о том, что вам нужна помощь, предложить себя в качестве помогатора. Так он может быть рядом с вами, общаться на отвлеченную тему, но про чувства свои будет молчать. Давайте посмотрим, когда-нибудь он про чувства скажет. Все-таки, интересно же, да, почему молчит про чувства. У кого-то отыграется, что у мужчины, да, есть семья. И пока он не решит этот вопрос, пока он не оборвет якорь, не подпишет документы о разводе, он не будет вам навязываться, потому что это неприлично, потому что это неуважение к вам, потому что так неправильно. Но ради любви к вам он готов на это пойти. Может быть, он сейчас решает этот вопрос, да, вот я вам говорила, там угроза есть, может, он уже перестал бояться, такой, да пофиг, да, делай, что хочешь, только дай мне свободу. И вот когда документы будут подписаны, когда якорь будет оборван, тогда он двинется к своей любви. Но тут как следующий год мне идет, следующий год, лето, скорее всего, потому что солнце вышло. Так, а давайте посмотрим, есть ли у вас совместное будущее, вообще подходите ли вы друг к другу, да? Это же интересный вопрос. Потому что я вижу, что вы этого мужчину видели, и вижу, что вы к этому мужчине очень положительно относитесь. То есть у кого-то отыграется, что вы считаете его хорошим, таким добрым, открытым человеком,
А у кого-то отыграется, что вы его считаете очень симпатичным мужчиной, да, то есть он как мужчина вам нравится. Просто он так ведет себя, ну вот не подходит, сдержанно, и вы думаете, ну, наверное, я не в его вкусе. А вы очень в его вкусе, так сильно во вкусе, что его аж прям всего подкидывает, мурашит и током бьет. Как вы подходите друг к другу? Ну, по судьбе однозначно, но если вот вместе быть не там, где вы сейчас находитесь, это вам куда-то уехать надо, либо, да, уехать. Смотрите, больше идет как то, что вас окружает, будет давить и влиять, и может быть разница, там, не знаю, культура, язык, может вообще вы как вы иностранка, либо он иностранец. Может быть, кто-то из вас приезжий, да? Вам нужно куда-то уехать, и там уже у вас все сложится хорошо. Но на том месте, где сейчас находитесь, слишком много влияния извне идет, слишком много тумана, слишком много каких-то вот скрытых моментов, либо скрытых помех мне идет. Вот если куда-то уехать вместе, да, там прям может все случиться и сложиться. Там цветы зацветут. Ну, даже ребенка можете родить от этого мужчины. А вот там, где вы сейчас находитесь, ну, помехи мне идут. Какого рода помехи? Ну, от людей помехи, от каких-то правил, законов, не знаю. Сложно будет вам построить отношения, потому что что-то будет влиять и вмешиваться. Как и люди, так и какие-то правила, законы, общественное мнение, там, восприятие. Так, хорошо. Что мы с вами еще хотели посмотреть? Проявится ли он, да? Будет ли что-то между вами? Будет ли что-то между вами? Будет ли что-то между вами? Ну, тут и да, и нет. И да, и нет, потому что все-таки книга и Луна, дерево, сердце. Ну вот у кого-то, смотрите, это общая цепка, да, у кого-то из вас так и отыграется, что этот тайный поклонник станет вашей судьбой, вашим будущим мужем, с кем вы создадите семью и проживете долгую счастливую жизнь, полную любви, доверия и счастья. А у кого-то отыграется, что как раз-таки наоборот, да, мужчина не сможет разорвать связь со своей семьей, ну, потому что там какой-то обман может случиться, шантаж, угроза, так и останется привязанный к семье, но при этом будет любить вас до конца своих дней. У кого какой вариант, я не могу сказать. Все-таки это общая отсыпка. Не просто, все очень-очень непросто. Почему мне идет, что разная культура, разные как страны, что вера может быть разная, что-то разное между вами есть, что может стать камнем преткновения. Но если быть на какой-то нейтральной территории, где и не ваше, и не его, там счастье может быть, и счастье может быть очень долгим и на всю жизнь, да, вот быть счастливыми. Может там семья, может он и не женат, да, может он и не женат, но он, например, принадлежит к другой культуре, к другой вере, а семья там, например, давит, там, ну, как самые главные там родители, допустим, они там детям указывают, на ком жениться, кого любить, от кого детей рожать. Вот, и они просто не дадут, семья не даст. Ну что, я вам подсказку дала. Мужчина. Но здесь мужчину, знаете, как мне идет, надо будет спровоцировать. Либо сделать первый шаг девочке. То есть показать, что ну, не надо меня бояться, я тобой заинтересована, я не прочь с тобой пообщаться, да, что я там никому другому предпочтения не отдаю, я свободна, ну типа давай. Но опять же, это отыграется для тех, кому этот мужчина нравится. Если как бы вы просто его считаете хорошим человеком, понятно, что вы не будете делать каких-то шагов к нему. Хотя, кто его знает, если он начнет вам помогать в решении какого-то вопроса, вы увидите, что он замечательный, что он добрый, что он симпатичный, может быть, и там что-то выгорит. Опять же, да, дадим это на долю, на судьбу. У каждого она своя, потому что у одних 100%, да, вы друг другу по судьбе, и вы будете вместе, ну, преодолеете эти трудности. А у других отыграется, что все-таки нет, вы не будете вместе, но он будет любить вас до конца своих дней. Ну, потому что вы единственная женщина, кого он смог полюбить в своей жизни.
Ну, такое, знаете, сложное, очень даже сложное. Кстати, я еще хотела вам сказать, что у вас в интернете есть какой-то поклонник, тайный поклонник. В интернете, да, вот как-то в интернете он за вами следит, подсматривает, вы ему очень нравитесь, но там мужчине нечего предложить. И там какая-то, вы знаете, экономическая проблема, скорее всего, ну, безденежье, бедность, может быть. И этот мужчина, он понимает, что да, вы птица счастья, вы желанная женщина, ну а что я ей предложу? Жизнь в шалаше, ну так это, извините, преступление. Я не смогу видеть, как моя любимая женщина живет в шалаше и мучается, да. Но с другой стороны, вот он за вами наблюдает, он следит, он вам счастья желает, он, ну вот как, знаете, наслаждается тем, что он имеет возможность видеть вас, видеть ваш лик, ну, фотографию я имею в виду, да, может, в соцсетях он у вас, да, подписан на вас, может, в друзьях он у вас даже, да, вот он никак себя не выдает и не проявляет, и все почему? Потому что он вас любит, уважает и желает вам лучшей доли. Это прям такая, знаете, ну, жертвенная любовь. Понимает, что дать нечего. А дать нечего почему? Потому что есть серьезная причина. Мне кажется, что у него причина по здоровью, и ну, там нельзя ничего поделать, да, разве что там в лотерею выиграть. Ну, понятно, что это все только фантазии. Вот мужчина без денег мне идет, вот какая-то экономическая составляющая, вернее, экономическая преграда. Но вот есть в интернете, есть. Вы, ну, может, и не общаетесь, либо он там лайкает ваши фотографии, либо там периодически, может, общаетесь, но он ваш тайный поклонник. Желает вам счастья, желает вам любви. Еще мне, девочки, кажется, что он там ходит в храм, ставит свечку за ваше счастье. Ну, либо мысленно там дома медитирует, обращается к высшим силам, просит, чтобы у вас все, ну, как в жизни получилось, чтобы вы счастье обрели, чтобы у вас там здоровье было, любящая семья, да, любимый мужчина. Вот как-то так мне идет. Очень, очень, кстати, знаете, нежно, очень честно, да, потому что мужчина говорит, я ничего не могу ей дать. Со мной она будет несчастна, да, со мной она будет страдать, потому что, ну, денег нет, и денег, скорее всего, не будет. Вот, но пусть она будет счастлива с кем-то другим. Ну, прям, я не знаю, сейчас до слез, я расплачусь, это так трогательно. Но, возможно, все поменяется, возможно, высшие силы увидят, что это человек добрый, хороший, помогут ему восстановить здоровье, помогут ему денег заработать, на ноги встать. И может, все еще и поменяется. Ну, вот такого еще персонажа показали. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.